Слово «я», когда есть слово «мы», вся наша жизнь — вопросы и ответы. Герой моей сегодняшней истории – человек уникальный. Его можно назвать новатором, пилигримом казахстанского шоу-бизнеса, первым продюсером, наконец. Под его патронажем появилось первое мужское трио АБК, уникальный этноинструментальный ансамбль Улытау, а также певец Рахат Турлыханов, группа Бангор и Караката Бильдина. Он также успешный бизнесмен, и все, что он делает в бизнесе, не менее ново и оригинально. Например, первая в Казахстане линия игрушек в национальном стиле. Итак, сегодня история Кадрали Болманова, первого среди лучших. Как посмотрели школу? Очень Добро красиво. пожаловать. Спасибо. Очень рада видеть вас здесь. Это некое место, где я успокаиваюсь. Я вижу будущее, я вижу талантливых детей. Наверняка это очень приятно быть причастным, да, вот к созданию будущего, к какому-то направлению будущего казахстанской. Это просто бальзам на душу, на самом деле, когда человек что-то вообще делает, он, естественно, ставит цели. Что это даст потом? Музыкальная школа-студия. Новый проект и новое направление – давняя мечта и цель Кадрали Болманова. На протяжении всей своей жизни он шел по одному пути – возрождение и развитие родного языка, музыки и культуры. Я, конечно, очень много книг прочитал Роберта Куасаки, Гордон Трайден, Монтессори, читаю, где-то удивляюсь. Но это все абсолютно возможно, чтобы синтезировать и сделать некую казахскую методику на основе мировой методики. Это синтез. А синтез я люблю делать. И в этом направлении я никогда не мечтал, никогда не думал, что я приду к педагогике, на создание методики, на производство казахских говорящих. Никогда не мечтал. Вот так у меня всю жизнь сама по себе получается. И оказываюсь там, где ничего не сделано. Ну, там, где вы должны быть. Где должен быть, да. Так и 20 лет назад он был первым там, где ничего не сделано. На казахстанской и казахскоязычной эстраде то, что он делал тогда для будущего, теперь крепкая основа состоявшегося настоящего. Вы стояли, можно сказать, у истоков, да, казахстанского шоу-бизнеса, у истоков его зарождения. На ваш взгляд, как он за это время изменился, с учетом того, что вы были одним из тех людей, кто в принципе его создавал и менял? Абсолютно правы. Ведь было так. Был Советский Союз, он провалился, и остались артисты из Советского Союза. Они действительно талантливые. Это Роза, это Махпал, это Нарима. Они великолепные артисты, очень одаренные. Да, но пришли другие форматы. И это почувствовал. Мне повезло в том, что после Азия-Дауса я записал песню «Харндасма», выступил на тамаше и стал популярным. Тогда на заре личной славы и сольной карьеры в Кадрали Болманове проявились первые продюсерские жилки. Импульсивный характер и гражданская реакция в конкретной ситуации сыграли, наверное, решающую роль в его дальнейшей судьбе. Однажды я еду в Алмате, и в машине работает радио. Там шла реклама о том, что на День Республики Казахстана будут такие-то артисты. И среди них не было ни Розы, ни одного казаха.
Вообще. Я повернулся, приехал на площадь, нашел непосредственно директора тогда культуры, так не знаю, как она называлась, департамент или что. И спросил у него. Я говорю, ага, День Республики Казахстана. Почему нет хотя бы Розы Рымбаевой? Он мне говорит, ну, спонсоров, как спонсоры не подписали, ну, что-то такое, в общем. И мне говорит, хотел бы пригласить тебя, но ты поешь в тюрьме. Под него никто не танцует. Я говорю, это День Республики, это не дискотека, верно? Здесь должна какая-то часть идеологии быть. Но я посмотрел, ему было сказать нечего, он как-то взбесился и начал там что-то мне орать на меня. Я ему сказал, ага, мы с вами увидимся через несколько лет. И там поговорим, хорошо? Это потом случилось. Это сейчас он бесспорный авторитет на эстраде и в шоу-бизнесе. А тогда молодого музыканта не приняли всерьез, так что пришлось отстаивать свое мнение конкретными поступками. Ну, тогда я отвернулся, ушел. И сразу же я заехал за Медео. Он говорит, куда? Я говорю, в студию. Есть у тебя желание создать группу со мной? Он говорит, давай. И мы в студию приехали. И Ерлан там оказался. Который говорит, ребята, что вы делаете? Когда? Что вы делаете? Я говорю, группу создаю. Он говорит, возьми меня. И это все я очень хорошо помню. Здесь это было эмоционально, интуитивно, возможно, да? Так появилось первое казахское мужское трио в составе Медео Арынбаева, Кадрали Болманова и Ерлана Кокеева. Однако одно дело собрать группу, а другое добиться узнаваемости и народной любви. В этой команде Кадрали выступил сразу в двух качествах – участника и продюсера, хотя и слова такого тогда никто и не знал. Это был первый опыт, первый проект, а потому большая ответственность и волнение, вспоминает Болманов. Чтобы прогреметь, нужен был хит, нужны были деньги. И тут ему на помощь пришли врожденные смекалка и везучесть. Я вспомнил песню, которую пел с детства. В нашем регионе в Жезказгане пели его все. Это «Төніменен, тереземді там шұрды». Біз біреулер болған сірі таң шыға Сен аңсаға көңілімде ерігем Аңсаулардың моншағы да баршаға Я вспомнил об этой песне. Потом говорю, давайте сделаем эту песню. Это был успех. АБК вмиг стали настоящими звездами, с армией поклонников, постоянными гастролями и, конечно же, большими деньгами. Мы видели очень многое, когда 40 тысяч нападает на тебя зрителей. Мы через все это проходили. Но несмотря на такую популярность, все-таки группа распалась однажды. А знаете, Вам не жалко было расставаться? У меня не было цели с этой группой прожить свою жизнь до конца. И у ребят тоже, думаю, так. Это был момент, они исполнили свою миссию. Мы отработали его. Все, что не делается, делается к лучшему. Распад АБК для Болманова тогда стал воплощением этой истины и помог уделить все внимание проекту его жизни, который он вынашивал долгие годы. Он мечтал создать абсолютно новое, революционное направление на основе казахской дамбры, создать синтез будущего, но воплотить идеи в реальность оказалось непросто. Everybody in Kazakhstan, this is Joey DeMaio from Manowar with the incredible band Uli Tao. You know them. We are on our way there one day to play very soon. So get ready to get your ass kicked with true heavy metal. See you there very soon. Как соединить и как получить такую соединенную вещь, синтез? Ломал 2 года голову. Очень много музыкантов приглашал, советовался, записывал, стирал и все такое. Мы впервые внесли такое понятие инструментальной этномузыки. Форматированным. Его не было. И его не было
не только в Казахстане. Можно смело сказать, что открытие Кадрали Болманова международного масштаба. Подтверждение тому голливудский триумф Улытау и орден английской королевы, которым награжден основатель уникальной группы. Но это потом. А пока традиционный поиск денег на неожиданную поездку в Голливуд, куда Болманова и команду пригласили организаторы Всемирного чемпионата музыкальных исполнителей. Это был 2001 год. Я думал, сейчас получу визу, потом начну искать деньги. И нету визы. Я уже все, потерял надежду. И в тот же день, как раз, когда осталось где-то 2-3 дня до этого начала в Америке, мне звонят с посольства, и каким-то чудом, я не знаю, кто-то помог, наверное, каким-то чудом мне говорят, вам открывают визу. У меня остается 1 день завтра. Еще найти $20 000, как минимум. Я тому звонил, с этим переговаривал, с другим. Уже вечер 7, 9, 10 я ни копейки не нашел. И в 3 часа ночи я нашел эти деньги. С этими деньгами мы утром пошли, купили билеты, и в обед мы вылетели. И представляете, мы прилетаем в Лос-Анджелес четвером. Нас никто не встречает. У нас ни адресов, ничего нету, кроме знаний, в Голливуде это происходит. Подходим к такси. Я говорю, в гостиницу «Хилтон». Он говорит, слушай, здесь больше 80 «Хилтонов». Которую из них? Я говорю, это первый, который попадется. Он заезжает в первую попавшуюся гостиницу. И эта гостиница, оказывается, именно та. Уже остается без 15-12. Мы устраиваемся, ребята устраиваются. И я говорю, где президент или организатор? Благо, он не спал. Я к нему попал к 12 ночи. Разворачиваю карту и показываю Казахстан. Вот, говорю, мы отсюда. Он говорит, о май гад. Там же перелететь надо целый океан, да? Утром начинается первый день этого конкурса. Я стою у пульта. Первое мы играем «Адай», да? Вот я стою. Первый дается 3 минуты. Второе произведение только минута. А второй у нас Вивальди. Я говорю, ребята, я сокращать не буду. Будем и то, и это 3 минуты. Ва-банк. И после выступления такой шквал, аплодисмент. Все, Улытау идет ко мне, и идет президент со своим переводчиком, ко мне подходит и говорит, зачем вы сыграли второе произведение 3 минуты? Я нарушил, понимаете? И мне не осталось ничего, я ему говорю, простите, пожалуйста, я не мог великого Вивальди сократить. Он на меня посмотрел, так улыбнулся, говорит, good, молодец. В следующий день приходим, каждый день списки, да? Как вот в институт поступаешь, читаешь же, поступил или нет. То же самое. И самое ужасное в этом списке, нас нету. Я думал, мне не простили. Нас сняли из-за нашего нарушения. Оказывается, он забыл, переводчик говорит, он забыл вас предупредить. Вы 9 дней не участвуете, вы сразу полуфинал проходите. Так что готовьтесь, ребята. Я отчасти вот такой вылетаю, обнимаю ребят и говорю, готовимся. В полуфинале мы участвуем. И мы выигрываем полуфинал, попадаем в финал, а там вообще попали всего 7 или 9 исполнителей разных жанров. Лучше всех мы выступили там. Вот, наконец-то, идет награждение. Представьте. 3 место нам не дали. 2 не дали, я надеялся на 1. И 1 нам не дали. Стоим, дрожим. Мне еще возвращаться в Казахстан. С чем? И такие мы стоим, ребятами, то вот так, то вот так. Потом говорю, это... И объявляют на английском языке World Champions, там, все на английском. И когда сказали Казахстан, Улытау, Слезы радости и абсолютного счастья. Чувства, пережитые в те минуты, признается Кадрали Болманов, он не забудет никогда. Это был его триумф, его победа, потому что отныне он поменял восприятие казахского национального инструмента в глазах миллионов людей и подарил ему вторую жизнь.
Я создал формат, в котором как лазейка, как мостик уже есть выход. И когда я получал орден королевы Англии, я всегда понимал, я создал что-то, тот формат, которому аналогов в мире нет. Этно-рок. Аналогов в мире нет, но не знал, как назвать это. И они мне сказали, вы разработали технологию внедрения этномузыки в мировую технологию шоу-бизнеса. Это мне так, то, что это было то, что я искал. Я сейчас теперь сам могу четко говорить. Я разработал технологию внедрения этномузыки в мировую технологию шоу-бизнеса. Сейчас он занимается примерно тем же. Внедряет этномузыку и национальную культуру в детское воспитание. Это очередной синтез ради будущего. Добро пожаловать, это наша компания «Балбала». Приветствует вас. Кто придумывает образы, каждый персонаж? Образы придумываем в основном я сам. И образы, и то, что они говорят, и то, что они поют. Потому что есть некий алгоритм, покупая, например, несколько количества игрушек, она наполняет всеми алфавитами слов и основном, как соединяются слова, и песнями наполняет, так как Абай Кунанбаев великий сказал: «Кулактан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәттүки». Это фишка нашей компании, скажем так. Я ничего не взял, ниоткуда велосипед не стал придумывать. Я просто склеил прекрасные идеи и великих мыслителей. Да? Держа в руках вот эту игрушку, хочется расспросить о вашем детстве больше. Помимо сказок и Апашкиных песен, чем оно еще было наполнено? Наполнена она была тем, что вы видели и смотрели фильм «Менің атым Қожа». Меня зовут Қожа. Конечно. Это примерно я в детстве. На самом деле, я так на него похож. Иногда я думал так, что он мою роль украл. Он был очень активным и любознательным ребенком, но о творческой карьере, а тем более певческой, даже не задумывался тогда. Я хотел стать когда-то врачом только ради того, одевать белый халат и так вот ходить. Мне это казалось так красиво и чисто вокруг все. Вот это, наверное, мне нравился образ. Вы сейчас очень все удивитесь, если узнаете, что Кыдырәли Болманов успел даже поработать каменотесом. Қоншы бұлбұлы, келші гүлгілім, бақытым болшы, тек қана менің жақытым болшы. Тук-тук. Кто в теремочке живет? Ой, кто нас тут встречает? Перестал. Добрый вечер, Каракат. Приятно очень познакомиться с вами. Эта семья уже для многих пример для подражания. Успешные родители, красивые и талантливые дети. Кыдырәли и Каракат воспитывают 4 сыновей. Знакомьте нас с вашей большой дружной семьей. Каракат все знают, и я думаю, зрителям не надо ее представлять. Да и как раз перед Каракат вот прекрасный дамбриз. Это Айсултан, мы его называем Патша, на русском это царь. Царь этого имения, скажем так. Самый главный, все подчинено его капризам. Да, он управляет всеми и вся. После него Нурали, потом Иманали, потом Бекбулат. То есть самый старший – это Бекбулат, самый младший – это Айсултан. Их связала музыка. Для юной Каракат тогда уже суперзвезда Кыдырәли Болманов был другом, братом, примером, но о большем она и не думала, потому что он не давал повода. Он настолько ко мне как к сестренке относился, вот за что я его уважаю. Вот бывают же такие случаи у нас очень много, да? Видят молодую девушку, начали общаться,
И тут же у них роман. Я даже за руку не держал. Вот представляете, потом Кто меня сделал? мы общались ровно 4 года. На 4-й год он мне уже предложил руку и сердце. Взаимная любовь, шикарная свадьба – все начиналось как в сказке. Но после, когда знаменитый муж приступил к работе, пришли серые дни и долгие ночи одиночества, о которых знала только она. Бывало, что я 2 месяца один раз вижу мужа. Только поженились, представляете? У нас была 3-комнатная. Вначале мы жили у него в квартире 2-комнатной, где эту квартиру знали все его поклонницы. Покоя нет. Постоянно домой приходили, записки писали, стучались в дверь, звонили телефон днем и ночью. Или всякое говорили, вот какая я там нехорошая, косая, кривая, некрасивая. Как я вообще могла выйти за него замуж? И вот так вот было постоянно, каждый день. Я ревела, я одна, днем и ночью. Через это надо было пройти. Сегодня Харакат и представить не может, что ее жизнь сложилась бы по-другому. Она состоялась как супруга, артистка и счастливая мать. И бесконечно благодарна за все это. Кадрали – это сильная профессиональная школа, которую я прохожу. Я многому у него учусь. По сей день. Он много видел, он много читает. Он оригинальный, он не похож на других. Вот Да. Он необычный. Я очень благодарна судьбе, Всевышней. Я благодарна супругу. Я благодарна своим родственникам, маме. Вот когда они у меня рядом со мной есть, я счастлива. А я благодарна вам за это откровение. Кадрали, безусловно, путь, который вы прошли до сегодняшнего дня, это такой путь победителя. В мае вам исполнится 49 лет. С какими мыслями вы приходите к этому рубежу? Прекрасными мыслями. Я доволен тем, что я успел, что намечал по сей день. И это, думаю, то, что сегодня сделано, это вступление в чего-то очень большого и крупного, потому что то, что я прошел пути, все это закаливает, все это делает с тебя настоящего какого-то, скажем, человека, который не останется ни перед чем для победы, если эта победа очень важна для моей страны, для моей семьи. И, как правило, когда мне нравится то, что я делаю, обычно я побеждаю. Спасибо огромное вам за это интервью обоим. Мы часто размышляем о смысле жизни и о счастье. Что это такое и где его найти? Мне кажется, путь Кадрали Болманова – это как раз-таки тот самый путь, наполненный счастьем, наполненный смыслом настоящего человека, гражданина. И мне кажется, секрет его успеха, он очень прост. В бизнесе ли, в творчестве ли, он делает это не для себя, не для собственного обогащения или славы. Он делает это для своей страны, для людей, живущих на этой земле. Он называет это коммерциализацией национальных интересов. А я идеей. А я называю это простым и емким словом – патриотизм. Вот такая история.